И в этот день Коми присоединилась к всероссийской акции «Уступи дорогу скорой помощи». Участники команды молодежки УНФ совместно с сотрудниками ГИБДД напомнили водителям, что необходимо пропускать машины с включенной сиреной и проблесковым маячком. Ведь в этот самый момент кому-то срочно нужна медицинская помощь. Елена Кононова присоединилась к акции. С включенной сиреной и проблесковыми маячками с территории станции выезжает на очередной вызов карета скорой помощи. На улице Кирова в утренние и вечерние часы, как правило, машины едут сплошным потоком. Но, как говорит водитель спецавтотранспорта Дмитрий Голосов, в последнее время сыктывкарские автовладельцы стараются вести себя вежливо и дорогу обычно уступают, даже если едешь без спецсигналов. Но хамы все же еще попадаются. Спецсигналами ехал даже последний раз. От Джаникидзе Ленина. Вроде подъезжает, все, притормаживаю, смотрю, все, кто ехал, остановились. Все уже проезжать начинает, там водитель вторым рядом направо стоит, поворачивает, не знаю, что он куда смотрел. Мы уже его проезжаем, нам заднее колесо и бампер цепляет. Отделались легким испугом. А вот кадры от 1 декабря прошлого года. Медицинский УАЗ со спецсигналами движется по Октябрьскому проспекту. Впереди водитель иномарки уступать дорогу спецавтотранспорту явно не намерен. Мало того, после и вовсе включает сигналы левого поворота. Машине с красным крестом ничего не остается, как пойти на обгон. В итоге выезжает на встречную полосу и сталкивается с Hyundai Solaris. После сильного удара с легковушкой микроавтобус опрокидывается на бок. В это время в машине скорой помощи беременная женщина. Лишь по счастливой случайности тогда все обошлось, а ведь могло закончиться трагично. Вот почему в День скорой помощи участники команды молодежки ОНФ совместно с ГИБДД еще раз напоминают водителям, что в том числе и в их руках в такие моменты может быть чья-то жизнь. Лично я, например, гуляя по городу, часто вижу, что едет скорая помощь, но ее не пропускают по каким-либо причинам. И я понимаю, что там, где возможен человек, которому нужна помощь срочно. А вот такое отношение, все-таки расстраивает. Сотрудники ГИБДД напоминают, нарушитель может остаться не только без денег, но и без прав. Если водитель транспортного средства не пропускает автомобиль с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, то водитель может понести административную ответственность. Штраф предусмотрен согласно кодекса от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от 3 месяцев до 1 года. А еще после такого инцидента может мучить совесть, если, конечно, она есть. Для тех, у кого она порой дремлет, активисты подготовили вот такие наклейки. Сегодня они раздавали их всем встреченным водителям. Еще одну партию передали Коми Автотрансу. Отныне водители автомобилей на впереди едущих маршрутках всегда смогут прочесть напоминание «Пропусти скорую». Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрган.